Уважаемые коллеги, добрый день. Мы проводим сегодня первое в этом году совещание по экономическим вопросам. Сегодня предлагаю подвести предварительные итоги прошедшего 2024 года в том, что касается положения дел в реальном секторе, в области финансов, в том числе в бюджетной сфере. В целом, и мы с вами уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики. Ключевые макроиндикаторы, благодаря ответственным, просчитанным и совместным действиям государства, делового сообщества, находятся в положительной зоне. Мы сегодня их еще раз подробно рассмотрим. Но вначале я хотел бы сказать несколько слов о состоянии федерального бюджета. По оценкам, его дефицит в прошлом году составил 1,7% ВВП. Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах в некоторых так называемых развитых экономиках. По оценкам в 2024 году бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил в США 6,2%, Франции 6,2%, Италии 3,8%, Японии 3,7%, Германии 2,2%. Добавлю, что такой показатель соответствует проектировкам, наш показатель соответствует проектировкам, заложенным при формировании бюджета России на предстоящую трехлетку с 2025 по 2027 годы. В прошлом году выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа. Они прибавили 26% и составили 25,6 триллиона рублей. Это почти на 800 миллиардов рублей больше, чем правительство предполагало осенью. А значит, для государственной казны уже текущего года формируется надежная доходная база, которая гораздо меньше зависит от внешней конъюнктуры на сырьевых рынках. В свою очередь, дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в прошлом году составили 1,3 триллиона рублей. Это позволит сохранить объем Фонда национального благосостояния. Даже при том, что часть его средств была направлена на государственные расходы, на масштабные и системно значимые инвестиционные проекты. Таким образом, мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития. Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов. В этой связи, напомню, бюджет на предстоящую трехлетку сформирован с учетом возвращения к бюджетному правилу. О приоритетах федерального бюджета подробно было сказано и в декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда же были обозначены и основные задачи на текущий 2025 год. В их числе переход к модели сбалансированного роста и развития экономики предложения, укрепление технологического суверенитета России и повышение глобальной конкурентоспособности отечественных товаров, услуг и технологий, развитие собственной платежной, страховой и логистической инфраструктуры и, конечно, преодоление негативных демографических тенденций, повышения рождаемости. Повторю, все меры социально-экономической политики, национальные проекты и государственные программы, все наши бюджетные механизмы должны работать на решение именно этих задач. Традиционно в числе приоритетов бюджета обеспечение социальной справедливости, повышение благополучия граждан с пока еще невысокими доходами. Так, социальные выплаты и пособия в этом году будут проиндексированы на фактическую инфляцию. А она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания Центрального банка. Составила 9,5%. Отмечу, что инфляция оказалась и выше прогноза правительства. На такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать. И в этой связи о чем хочу сказать отдельно. Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался.
А она, как уже сказал, и как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше этой инфляции. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Понимаю, что первый месяц года практически закончился, поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом. Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале. И еще, с 1 октября прошлого года проведена индексация так называемых военных пенсий за выслугу лет по инвалидности и по потере кормильца. Повышение составило 5,1%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию с учетом фактического роста цен в прошлом году. Причем тоже задним числом с 1 января 2025 года. Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий. Уважаемые коллеги, уже говорил о том, что нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать дисбалансов в экономике, на потребительском рынке. Здесь важно внимательно отслеживать состояние спроса, его отраслевую структуру, а также объемы кредитования. В декабре динамика корпоративного кредитования, корпоративного портфеля серьезно замедлилась, и в январе она складывается ниже целевых ориентиров. При этом качество выданных кредитов остается на высоком уровне. Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле, то есть кредитов компаний, бизнеса, составляет 2,6%, а в розничном 3,7%. Это граждан, физлиц. И эти показатели были стабильны в течение всего прошлого года. В свою очередь, банковский сектор России обладает достаточным запасом капитала. Он подрос за предыдущий год. Чувствует себя банковский сектор уверенно. Имеет необходимые ресурсы для финансирования развития отечественной экономики. Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста. Мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом. Важно не допускать подобных перекосов и в целом обеспечивать такое увеличение кредитного портфеля, которое необходимо для уверенной экономической динамики и при этом позволяет добиваться ориентиров Центрального банка по инфляции. Такая непростая задача, но к этому надо стремиться. Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью, потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике. То есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться. И в этой связи напомню, что в конце прошлого года на встрече с деловыми кругами, о которой я сейчас только упоминал, мы договорились возобновить работу правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Она активно действовала в период эпидемии коронавируса. Тогда правительство создало этот механизм, и он хорошо работал. И в том числе она готовила и принимала своевременные решения о поддержке предприятий, бизнеса, отраслей. Этот опыт, безусловно, нужно учитывать при выстраивании отраслевой и экономической политики в целом. Тем более, что у правительства сейчас появились и новые цифровые инструменты планирования и прогнозирования. Я рассчитываю сегодня услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность. Мы тоже об этом не так давно разговаривали. Строительные индустрии и некоторые другие. Производство стройматериалов, например, и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта. Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам, а именно жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленные программы действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг. Давайте начнем. Пожалуйста, слово Максиму Геннадьевичу Решетникову. Прошу, Максим Геннадьевич.